После Нового года интернет-покупки станут не такими выгодными. С 1 января 2020 года меняется норма беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Все, что стоит дороже 200 евро, будет облагаться таможенным сбором. Придется заплатить пошлину в размере 15% от стоимости. Кстати, те, кто сделал заказы до Нового года, а посылку получит после, в случае превышения по новым правилам должны будут заплатить. В зарубежных интернет-магазинах Максим Таранов чувствует себя как рыба в воде. Студент 4-го курса, хоть и не экономист, деньги считать умеет. В онлайн-корзине у молодого человека уже несколько заказов. Он говорит, что в российских магазинах те же вещи стоили бы на порядок дороже. Это вот наушники, взятые тоже из интернет-магазина, и сам непосредственно ноутбук. Исходя из характеристик, экономия около 5000 вышла, потому что у нас такой стоил бы около 25-30 тысяч. А так взялся за 20. Для студента существенные деньги, да? Конечно. Порой на 5000 можно и целый месяц прожить. Но вот после Нового года вопрос экономии для всех любителей интернет-покупок может стать не столь очевидным. С января поменяется норма беспошлинного ввоза товаров. С каждой покупки, стоимость которой превышает 200 евро, придется заплатить таможенную пошлину. Сумма посылок превышает 500 евро на сегодняшний момент, то уплачивается пошлина в размере 30% от суммы превышающей. И также в отношении весовых норм 4 евро с килограмма. С Нового года уменьшается ставка с 30% до 15%. В отношении стоимостных норм и в отношении весовых норм с 4 евро до 2 евро. Цены в зарубежных интернет-магазинах дешевле во многом потому, что товары не облагаются налогами и таможенными сборами, в отличие от того, что продают внутри страны. Между тем, оборот у иностранных компаний немаленький. Ежегодно наблюдается рост в сфере онлайн-торговли на 30%. Объем посылок приходит до 5 миллионов в год. Это примерно 500-600 тысяч в месяц. У нас есть повышенный поток, есть просто обыкновенный. Когда повышенный поток у нас начинается, это на сегодняшний момент с ноября по февраль месяц. В канун праздников объемы увеличиваются вдвое. Большинство посылок – подарки, купленные за рубежом. Тех, кто совершает дорогие заказы, превышающие беспошлинный лимит, не так много – около 10%. Тем не менее, только в этом году, благодаря таможенным сборам, удалось пополнить казну на 400 миллионов рублей. В рейтинге стран, откуда чаще всего приходят посылки, Италия, Финляндия, Эстония, но вот на первом месте Китай. За сутки здесь обрабатывается до 4000 почтовых отправлений. Уже в течение 2-3 дней они будут доставлены до адресата. Кстати, те, кто сделал заказы до Нового года, а посылку получит после, в случае превышения по новым правилам должны будут заплатить. Беспошлинные лимиты действуют только при покупках для личных нужд. Нововведение существенно усложнит жизнь мелким предпринимателям, которые заказывали партии товаров якобы для себя, но по факту сами их продавали. Потому что у них уменьшатся возможности для поставки товаров. То есть это будут в основном только не совсем дорогие товары. То есть такие схемы, которые были популярны с телефонами, с планшетами, с компьютерами, скорее всего, они будут уходить на нет. Правила поставки товаров в Россию из иностранных интернет-магазинов менялись несколько раз. К слову, в прошлом году лимитом была сумма в 1500 евро. В течение 2 лет законодатели планируют понизить максимальную сумму до 20 евро. В этом случае таможенные правила действительно коснутся каждого любителя онлайн-покупок. Ведь приобретать товары в зарубежных интернет-магазинах станет невыгодно. Проще будет сходить в российский розничный. Артур Шамсудинов, Артур Елаев и Азат Ишбулатов. Новости.